Благодаря упрощению правил пограничного режима увеличился поток туристов в Ингушетию. Об этом стало известно в ходе заседания Совбеза. Джайрасский район, помимо уникальной природы, гарантирует своим гостям и безопасный отдых. Судя по показателям уровня криминогенности, Горная Ингушетия является самым благонадежным районом. Обеспечение пограничной и общественной безопасности стало главной темой заседания. Какие еще вопросы вошли в повестку дня в материале нашего корреспондента? Почти на 500% увеличилось количество туристов, которые посетили Джайрасский район в прошлом году по сравнению с 2012 годом. Такую статистику приводит пограничное управление ФСБ России по Ингушетии. Все потому, что упростились правила пограничного режима, а именно процедуры въезда в погранзону. Поэтому количество выданных в 2014 году пропусков снизилось, а количество побывавших в Горной Ингушетии повысилось. Одним из элементов деятельности по обеспечению пограничной безопасности является контроль за выполнением правил пограничного режима. Считаю необходимым напомнить, что пограничный режим не является фактором, сдерживающим развитие туристического кластера. Напротив, он позволяет реализовать комплекс мер по поддержанию стабильной обстановки в районе и обеспечить безопасность жителей приграничья и туристов. Год от года возрастает количество людей, посещающих Джайрасский район. Хорошая ситуация в Горной Ингушетии и по криминогенной обстановке. Там за прошедший год совершено лишь 6 преступлений. Все они раскрыты. Глава Ингушетии отметил, что Джайрасский район является самым спокойным и безопасным в республике. И эту позицию надо удержать, так как безопасность является одним из факторов, притягивающих туристов. Конечно, мы должны максимально сделать так, чтобы не допустить все-таки всплеска преступлений различных направлений в Джайрасском районе. Иначе мы саму сущность туристического направления потеряем. Малейшие там попытки давить на туристов, людей, которые сейчас там довольно большое количество приезжают, отпугнем туристов. Минзбек Евкуру также считает, что необходимо заранее предусмотреть комплекс мер, которые позволят при любых обстоятельствах обеспечить в районе полный порядок. Более того, глава республики уточнил, что к реставрации памятников должны подпускаться только профильные специалисты, а также необходимо определить зоны запрета, куда доступ будет разрешен только через Министерство культуры. Дать зоны такие запреты, довести до всех, потому что до МВД, до всех, до пограничников, куда без согласования с Министерством культуры и без соответствующих лиц никто не имеет права заезжать. То есть мы здесь, если смотрим по маршруту, в основном люди едут, и там уже определены площадки, где люди могут там ночевать, там палатки развернуты и все остальное. То есть те зоны запрета, куда вообще людям нет доступа. Обсудили на встрече и вопрос разработки и внедрения способов и мероприятий в сфере обращения с отходами и их утилизации. Пока в республике нет предприятия, где перерабатывают отходы, что стало причиной главной экологической проблемы. За последние годы количество образующихся отходов резко увеличилось, вследствие чего возросли проблемы по их размещению и захоронению. Проблема также обостряется малоземельностью республики. На территории Республики Ингушетия прослеживается устойчивая тенденция к увеличению объемов образования отходов. Анализ мест расположения объектов размещения отходов на территории республики показывает, что основную их часть составляют сельские свалки, не соответствующие требованиям природоохранного законодательства. Кроме того, некоторые продукты гниения способны самовоспламеняться. Поэтому на свалках регулярно возникают пожары, при которых в атмосферу выбрасываются ядовитые, особо вредные вещества, токсины и канцерогены. Глава Ингушетии согласился с тем, что жизнедеятельность населения и его увеличение неизменно ведут к возрастанию образования отходов. Глава республики дал ряд поручений правительству, в том числе ускорить работу по оформлению земельных участков под свалки и ежемесячно проводить там рейды. Муслим Ганиев, Юнус Чоевич Субханиев, Новости 24.